Дружко, коровай крае, дружко, коровай крае. У каждого народа украшен праздников много. После Пасхи мы начинаем праздновать каждую неделю, в каждой деревне свой праздник. Вот, допустим, кто-то празднует Троицу, кто-то празднует Буламык, кто-то празднует Лиджин, это Елин день, кто-то Казанский праздник, а кто-то празднует, конечно, всем праздником праздник, это Петрав. Ну, кто-то называет День Петра и Павла, а я так не хочу как бы обозначить День Петра и Павла, это церковная все-таки дата. А я просто называю это праздник Петра, праздник листвы, цветов, то есть как бы завершение лета. И поэтому вот этот всеми любимый праздник празднуется во многих кряшинских деревнях. Ну и мы, конечно, как бы жители города, но тем не менее корни наши в деревнях, мы вспоминаем вот эти праздники и проводим как бы вот на поляне вот такие моменты. Хочу отметить, что праздник Петрав это единственный в городе Набережной, который проводится. Это единственный в России праздник, который проводится в рамках города. А все остальные в деревнях, в районах. И поэтому мы этим даже гордимся. И некоторые элементы вот этого праздника мы хотим сегодня показать. Потому что в день вот этого праздника, да любого, наверное, были какие-то определенные моменты, сюжеты. Молодые девушки ходили в лес, собирали ягоды. Ну, потом, конечно, после 12 июля все уходили, в общем-то, на уборку выходили, на сенокос, собирали веники, потому что вот с 12 по 19 июля это как бы конкретная дата, где вот именно хорошие веники собираются. К ним еще зверобой, подкладывают мяту. Но это, конечно, цены нет этим веникам, поэтому можно париться целый год, они не будут выпадать. Вы вот видите, что уже потихонечку на наш праздник собираются молодые, ну и не совсем молодые, может, но еще энергичные девушки, энергичные ребята, вот они. И поэтому я думаю, что сегодняшний наш праздник будет очень-очень даже симпатичный. Birincisi ağır sözden saklar. İkincisi yaman gözlerden. Üçüncüsü türlü yanaktan. Dördüncüsü eski şiirlerden. Beşincisi kişi rencişinden. Altıncısı
Hind gitüden. Yedinçisi, yedecek katarı, yaratılsız gümür itüden. Sekizinci türü, ayıdan, gümür şige irtek itüden. Dokuzuncu türü, doğan halkın hürmetinden mehrum itüden. Старинные крашенские песни. Она поется везде, много, ну, любимые песни. Суда балы güzeldir.
Urak üstü, iyul ortasındaki yerin keşağı işlerinin. Mal varın ne işler? Vakitinde jiy almasan bitirov pişenin. Ey kadın kızlar, eydeniz evet vakti gitti. Papalar, canı itibarlıyız, eydeniz yani tutmaklarımız. Mine kızlar, eydeniz kulların cuduru kızları kiyeli, güzel varın seni. Aşağı güzel, ciğerin güzel bir bölgesi, eyle aşağı üstelik sizin ağasınız. Праздник праздником, но надо жить. Вот, как бы вот Надежда Семеновна рассказала, как бы так в прозе, что да, можно праздновать, можно гулять, можно песни петь, танцевать, но тем не менее, если вот за это время с 12 по 19 июня не постараться убрать урожай, который, ну, я считаю, там вырос обильный, не скосить сено, значит, будут коровы не сытые, голодные, ну и, наверное, потом-то как раз вот и не придется праздновать, а работать. И поэтому вот как раз вот эта неделя, она идет и праздничная, и трудовая. А вот на лугах вот, уже после как бы уборки вечером молодежь устраивала вот гулянки. Там хороводы, какие-то там, ну, знакомились. Ну и в процессе, когда вот уже потом, в процессе жизни осенью, после покрова дня, вот это молодые, которые познакомились на Петров праздник, они уже как бы устраивали свадьбы. Поэтому вот там и песня «Оршлар» называется, ну, «Уборка ржи». Это глубоким смыслом песни.
Elek yüyle şahinde. İyi de güzel biz gene oynayıp kursetmeyiz. Yigitler Потом, значит, они присоединялись, естественно, они же одни не могут сидеть, присоединялись комбайнеры, то ли комбайнеры, то ли трактористы, ну, полевые работники тянутся к девушкам. И тоже они как сели, ну, и потом уже на сытый желудок у них что-то с ложками и мелодия появляется. То есть у них уже желание поиграть, там, поговорить с девушками. Ну, естественно, девушки эти заметили, ну, и говорят, а вы нам сыграете, нам нравится, ну, заигрывать же. Ну, ребята, вот, как бы вы заметили, они сыграли, и очень так, я считаю, вот ансамбль «Лашкари» под руководством Айрата Муртазина, он руководитель, и много лет тренировал, репетировал, вот они уже как бы первый состав, а потом уже вот второй состав, там вот со старшими играет мой младший сын, Владислав Витальевич, и уже младших он тренирует. Они сыграли, естественно, ну и девушки там вдруг тоже захотели так. Кунагаша кора каршу у нас крешнерде идет. Кунагаша это как бы на угощение, наше угощение, вот так. И вот они решили им показать свою задорную плясовую кряшенский кадриль. То есть и поют, и пляшут, ну, в таком плане. Ну, это, естественно, постановочное, но тем не менее, это было и раньше, друг другу песни пели у кряшен на всех праздниках, и сегодня вот так было. İyi kızlar, buna karşı kara karşı diyende eyde güzeli, yüzümüzden kreşin kadrilen jırlap büyük. Eyde eyde. Yeşillerden girdiğiniz, sen yaşadığınız, bakın olsun çeşeğin tek kızına kurundunuz, bakın olsun çeşeğin tek kızına kurundunuz. Vatan ile vatan olma çeşeğin tatlı, tüm yıllar zırhlilikten siz kurbanlar demakta, tüm yıllar zırhlilikten siz kurbanlar demakta. Kurbanlar da dilemiz gel, ıslah da
Сарматском районе есть деревня Нарат-Асты. Под сосной называется. И вот это у них была такая вот хорошая песня, так и называется, Нарат-Асты под сосной. Но они эту песню не помнят и не знают, что это песня деревни. А наши бабушки, тогда еще молодушки, когда они приезжали к нам на праздник, они запомнили и сохранили. Я, как руководитель Челнинского общества Кряшин и вот руководитель вот ансамбля Карындашлар, Жанагайлар и в то время вот Лашкарей, я считаю, что вот народные традиции, обычаи нужно и необходимо сохранять, потому что без прошлого, без сохранения вот этих традиций не будет будущего. Мы уже как бы этап этот прошли, когда мы перекопировали все искусство такое, псевдоискусство Европы, потом псевдоискусство, будем говорить так, это по отношению к кряжской культуре и с Москвы. Но я считаю так, мы все равно вернемся к истокам, и надо вернуться, чтобы сохранить вот эти традиции, обычаи. Всем удачи, доброго здоровья.